вечно остается за кадром. Как готовится самая рейтинговая телепередача «Новогоднее обращение президента». Картинка. Сорвалось? Правда ли, что Путин сам придумывает видеоряд? Площадь с елкой, там, Да. с куполами. Начнем с панорамы, а потом выйдем на... В белом шатре в Кремле кипит работа. Операторы бесконечно проверяют камеру, техники поправляют свет. График президента очень плотный. Путин может появиться в любое время и, быстро проговорив текст, уехать дальше по государственным делам. Поэтому телевизионная группа должна в любой момент быть готова к записи. Это вы снимаете вот сколько хотите. Пусть он, прочитает, чтобы не... Он раза два тут запишется 100%. Для обращения первого лица соорудили специальную площадку. Место, куда должен встать Путин, обозначено серым скотчем. Пока команда «Приготовиться не дана», оператор в разговоре с коллегами открывает тайну. Обычно 2-3 раза он писал. У нас Дмитрий Анатольевич в прошлом году, по-моему, раз 7 написал. Это долго. Тем временем на площадке появляется режиссер. Перед съемкой нужно еще раз все проверить. Все слышат меня, да? Поехали. Дорогие друзья, мы провожаем в историю 2012 год. В этой программе все должно быть безукоризненно. Даже подсветка Кремля для записи новогоднего обращения особенная. Такой рисунок лишь несколько раз в год увидишь. Полная готовность. Президент приезжает вовремя. Теперь нужно прикрепить к пальто небольшой микрофон. Над головой главы государства висит еще один микрофон, который пишет резервный звук, на всякий случай. Все, ребята, фотики, пожалуйста, умрите. Фокус. Баланс. Легкий грим, разминка для губ. Можно начинать. Владимир, готово? Дорогие друзья, После первой же фразы кто-то на площадке не утих. Путин улыбается и по новой команде продолжает. с праздником вас. Посередине речи, как специально, начинают бить куранты. Президент монолог заканчивает, но дубль бракованный и в эфире не окажется. Сама съемка происходит не в полночь. Главное, чтобы на улице было темно. Может быть, глоток чая? В перерыве снова поправляют свет. Президент тем временем предлагает авторам идеи по видеоряду. К слову, в финальной версии поздравления все пожелания Путина будут. Так, ребят, потом обснимем панораму. Владимир, просит. Ну, Да, внутренняя там, сделаем. вот эту площадь с елкой, там, с куполами. Начнем с панорамы, а потом выйдем на... А вот как получилось. Площадь, елка и действительно панорама. На тех, кто рядом с ним. Очередной дубль. Текст президент читает с телесуфлера, которым обычно пользуются ведущие новостей. Именно поэтому создается впечатление, что, говоря, глава государства смотрит нам прямо в глаза. Но техника на морозе не выдерживает. Станем более чуткими и милосердными, щедрыми. Картинка. Сорвалось? Традиционное обращение главы государства к народу готовится еще в середине декабря. Сначала. Страну Владимир Владимирович поздравляет в записи. Все же мы прежде всего рассчитываем решать самые сложные задачи. Новый год. Послесловие. Специальный репортаж. В воскресенье в 10:55.